Едва только ударили первые морозы, люди сразу же стали ходить по льду. Смельчаки идут на свой страх и риск. На озерах и реках Якутии протоптаны целые народные тропы. Нет никакой уверенности в том, что кто-нибудь из отчаянных ходоков не окажется в воде. Осенью, пока лед недостаточно окреп, это дело случая. Инспекторы ГИМС регулярно выезжают на замеры толщины льда. Каждый день добавляется по 1-2 сантиметра. 25 толщина. 25 сантиметров. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Впрочем, и эти цифры не дают никаких гарантий. Поэтому сейчас за реками и водоемами ведется пристальное наблюдение, чтобы минимизировать возможные риски. В данное время лед не имеет неоднородную структуру. Где-то может быть 10-15 сантиметров. В другом месте 20-30 сантиметров будет. Вероятность провалиться под лед местных жителей пугает не сильно. В частности, это касается рыбаков. С утра и до позднего вечера они проводят вокруг лунок, выжидая добычу. Ну вот сейчас толще, нечего бояться. Вот только может вода еще подняться. Вот это да. Александр Кудряшов рыбачит с детства, сейчас уже пенсионер. Говорит, в этом году река замерзла вовремя. В конце октября он уже открыл сезон. И главное даже не улов. За сегодня пока 2 небольших окуня, а сам процесс. Рыбалка – это все. Это, как говорится, продолжение жизни. Что делать, если сам провалился под лед, и как оказать помощь пострадавшему? Спасатели рассказывают воспитанникам кадетской школы. Эти навыки пригодятся и в жизни, и, возможно, в работе. Многие из этих ребят планируют пойти по стопам наставников. Сегодня они смогли и с новыми инновационными технологиями познакомиться и потрогать, попробовать водолазное оборудование, спасательные инструменты. С каждым днем лед на реке становится все толще. Однако, пока не ударили настоящие морозы, он по-прежнему опасен. И если человека выдержать сможет, то автомобиль навряд ли. Поэтому сотрудники МЧС призывают всех воздержаться от выезда на реку до официального открытия переправы. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутск.